الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, дорогие братья, возобновляем с вами уроки тафсира, толкования книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Корана. Долго мы размышляли, какую же суру начать, чтобы и закончить толкование, постараться закончить до месяца Рамадан. Ведь осталось у нас около 8-9 недель, то есть за 8-9 лекций постараться закончить толкование суры. И остановились на суре Лукман. Сура Лукман, она у нас занимает 4 страницы в Коране, но содержит огромное количество наставлений, мудрости, пользы для верующего человека. Об этом мы еще, иншаллах, с вами поговорим. Поэтому с сегодняшнего дня, также по средам, после Айша намаза, будем проходить тафсир, толкование суры Лукман. Касательно суры, в первую очередь, название суры Лукман, название связано с именем человека, о котором идет речь в этой суре. О котором идет речь, и наставления которого, и мудрости которого приведены в этой суре. Это Лукман, Аль-Хаким, Лукман, которому была дарована мудрость. О нем мы еще, иншааллах, с вами в дальнейшем поговорим. Однако это что касается названия суры. Сура Лукман – это имя человека. И других имен у этой суры нету. Как мы знаем, у некоторых сур Корана есть несколько имен. Однако в этой же суре имя лишь одно – сурат Лукман. Эта сура была ниспослана в Мекке, то есть является мекканской сурой, как об этом приходит от сподвижника Абдуллаха ибн Аббаса, радийаллаху анху. И как мы уже упоминали с вами, что суры Корана, они делятся на 2 вида. Ученые разделяют их на 2 вида. Это суры мекканские и суры мединские, Макки и Мадани. Каким образом разделяют? Разделяют в зависимости от времени, в котором они ниспосланы. Если суры ниспосланы до переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину, они называются мекканскими, даже если они были ниспосланы в другом месте. И суры, которые были ниспосланы после переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину, они называются, соответственно, какими? Мединскими. Даже если были ниспосланы в Мекке. Когда было завоевание Мекки, это уже было после переселения, но несмотря на это, они все равно называются сурами мединскими. То есть мекканское, мединское разделение, на котором большинство ученых, это относится не к месту, где они были ниспосланы, а ко времени, в котором они были ниспосланы. Касательно причины ниспослания суры Сабабун Нузуль, причина ниспослания суры, толкователи Корана, муфассиры говорят, что сура Лукман была ниспослана после того, как многобожники курайшиты обратились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и попросили его разъяснить им историю, связанную с Лукманом, сообщить им о Лукмане. Схоже с причиной ниспослания суры Аль-Кахф, которую мы с вами изучили. Так ведь? Там также мушрики-многобожники обратились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, задали ему несколько вопросов. Если это действительно пророк, поведай нам об обитателях пещеры, о Зуль-Карнейне. И здесь же они обратились к нему: расскажи нам о Лукмане, его мудрости. И была ниспослана сура Лукман.
Это приводится в качестве причины ниспосылания данной суры. И эта сура содержит огромное количество знаний, связанных с многими аспектами веры человека. В первую очередь, то есть наставление Лукмана, оно действительно очень глубокое, обширное, затрагивает многие вопросы. И начинается в первую очередь с прав Всевышнего Аллаха о запрете, многобожии, запрете язычества, предавания сотоварища Всевышнему. Далее права родителей. Также постоянное чувство, взгляда и наблюдения Всевышнего Аллаха на тебе. Что бы ты ни совершал, какое бы маленькое действие ни совершал, все это Аллах Субханаху ва Тааля видит. Выстаивание молитвы, побуждение к одобряемому, запрещение порицаемого, терпение, запрет на высокомерие и самообольщение, и также другие нравственные качества, которыми должен обладать верующий человек. То есть в этой суре, в этой небольшой суре, где упоминается наставление Лукмана, есть вопросы, связанные с основными тремя направлениями нашей религии. Первое – это акида, вероучение, вероубеждение человека. Второе – это айбадат, поклонение, обряды поклонения. И третье – это аль-адаб, нравственный качество верующего, этикет. Ведь религия, она содержит в себе три вот этих основных направления. И этим сура Лукман особенно интересна. И начинаем толкование самой же суры. Относительно достоинств этой суры в книгах тафсира не приводятся аяты или же хадисы. То есть мы знаем, что касательно некоторых сур или некоторых аятов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, сообщал некоторые достоинства. Взять только аятуль курси, сколько пришло достоинств об этом аяте. Один аят, а сколько же было сообщений от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о достоинствах этого аята. Что это величайший аят в Коране. То, что человеку достаточно, если человек будет читать аятуль курси после каждого намаза, то его отделяет от рая лишь смерть и подобные. Касательно суры же Лукман хадисов не приводится. Касательно суры Лукман хадисов о достоинстве этой суры, достоверных, в книгах тафсиров ученые не приводят. Однако, конечно же, это все равно сура является частью Священного Писания. Не о всех сурах или не о всех аятах есть сообщения, указывающие на какие-то конкретные достоинства. Несмотря на это, каждая сура, каждый аят, она является словом Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, и этого достаточно в качестве достоинства для этих слов. Слова самого Всевышнего Творца, этого достаточно для величия суры или величия аята. И переходим к толкованию самой суры. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Первый аят. Алиф лам мим. Эти буквы, толкование, объяснение смысла этих букв, да, то есть как толкуют их ученые, мы с вами подробно разбирали в суре. Какой суре? В суре Юсуф, верно? В суре Юсуф алиф лам ра. Здесь алиф лам мим. Эти буквы называются харуф мукаттаа. Буквы отдельно приходящие буквы. Разъединенные буквы. Раздельные буквы. Почему они так названы? Потому что эти буквы, они не соединяются в некое слово, придающее смысл. Алиф, лям, мим. Вот эти три буквы, когда приходят вместе, в арабском языке нет такого слова алиф, лям, мим, которое бы давало какое-то значение. В отличие, например, от слова китабун. Тут тоже буквы каф, та, алиф, ба. Китабун. Это 4 буквы, они соединены, но они соединены во что? В слово, дающее какой-то смысл. Китабун дает смысл книга,
Писание. Здесь же алиф, лям, мим – это называются раздельные буквы, потому что они не соединяются в слово, дающее какой-то смысл в арабском языке. Хуруф мукатта. Какой же их смысл? Что же они означают? Большинство ученых, и как передается от многих сподвижников, Абу Бакра, Умара, Уthмана, Али, Абдулла ибн Мас'уд и другие, они не толковали эти буквы и оставляли смысл этих слов за Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Говорили, смысл этих букв знает лишь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Однако, касательно мудрости упоминания этих букв в начале сур, тут уже ученые приводили различные мнения. То есть, понимаете, разница в чем? Как мы сказали, например, слово «китаб» дает смысл «книга». А какой смысл дает «алиф лям мим»? Что сказали толкователи Корана? Они сказали, знание об этом только у Аллаха Субхану ва Тааля. Однако же мудрость в том, что он упомянул вот эти буквы арабского алфавита в начале сур, возможно, в том-то, и ученые привели различные мнения. И самое распространенное, к которому ссылаются многие ученые, то, что мудрость упоминания вот этих хуруф, мукаттаа, раздельных букв в начале сур – это вызов. Вызов людям. Каким образом вызов? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, вот они буквы алиф, знакомая буква. Вы ее используете в своих речах? Используете. Лям – это знакомая буква. Ваша буква, да, это буква арабского алфавита. Вы используете в своих словах? Используем. Мим – буква арабского алфавита. То есть вот они, буквы ваших слов, ваших речей, которые вы используете. И Коран, он ниспослан именно на теми словами, на том языке, используя те буквы, которые вы сами используете. Так если же вы говорите, что эта книга не является посланием Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, так приведите же книгу, подобную ей. Потому что она ниспослана на тех же буквах, на том же языке. Не веруете? Тогда приведите в свое доказательство такую же книгу, которая состоит из тех же букв, которые вы сами используете. Таким образом, разъясняют ученые мудрость упоминания этих букв в начале сур Корана. Всего у нас в Коране 14 букв используется таким образом. 14 букв из 28 букв арабского алфавита, ровно половина, 14 букв приходят в форме алиф лям мим, или алиф лям ра, или ха мим, или нун, или каф, или сад. Различные суры мы, когда читаем Коран, видим их. Так ведь? Хорошо. Это что касается первого аята алиф лям мим. Второй аят. Тилька аятуль китабиль хаким. Тилька аятуль китабиль хаким. Это аяты книги Хаким мудрый. Тилька это аяты, китаб, книги, аль-хаким, мудрый. 4 слова. Давайте разберем каждое. В первую очередь, Аллах Субханаху ва Тааля, указывая на эту книгу, использует слово арабское «тилька». Кто немножко знаком с арабским языком, начал изучать арабский язык, да, альхамдулилля, у нас курсы тоже проводятся, знает, что в арабском языке, когда мы хотим указать на что-то, мы используем указательные имена. И в арабском языке, что интересно, для объектов, которые находятся близко, мы используем одни имена, а для объектов, которые находятся далеко, мы используем другие имена. Например, для объекта, который близко, мы используем «хада» в мужском роду. А если что-то далеко, мы говорим «залика».
Хада китабун — это книга, если она рядом с нами. Заликаль китаб, если эта книга далеко от нас. И здесь Аллах Субханаху ва Тааля использует имя указания на объект, который находится вдалеке. Тилька. Это женский род. Близко же было бы хадихи. Вопрос. Почему Аллах Субхану ва Тааля указывает на книгу, которая перед нами? Вот же она. Вот они, аяты, книги. Коран, он перед нами. Мы его сейчас, например, взяли и читаем. И здесь написано там аяты, книги. Используется указание на далекий объект. Здесь ученые говорят, это указание на великое положение Корана. То есть Аллах Субханаху ва Тааля даже вот этим используем указательное имя к далекому объекту, показывает величие Корана, его великое, далекое, великое положение от нас. Возвеличивает свою книгу. Это аяты. Аяты. Слово аят мы часто слышим, так ведь? Мы часто его используем. А что оно означает вообще? Аят Корана. Да, мы привыкли к тому, что аят Корана, значит, это предложение, скажем, Корана. Но откуда само название взялось? А в арабском языке аят дает смысл знак, указание на что-то. И отсюда и название аята. Потому что аяты Корана, они указывают. На что они указывают? На кого они указывают? На Аллаха Субхану ва Тааля, который эти аяты не спаслал. У нас в арабском языке применяются два вида аяты. Аят кауния и аят шар'ия. Аяты мироздания и аяты Корана. Аяты мироздания — это те знамения, которые нас окружают, смотря на которые мы находим путь ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Это все то, что нас окружает, все величие, сотворение небес и земли, смена дня и ночи. Мы сами, это все является аят кауния, аяты мироздания, которые указывают на Творца, который все это создал. И каждый человек, кто будет наблюдать, изучать эти знамения, он, несомненно, придет к выводу, что есть Творец. И также аяты Корана, человек, когда их читает, он придет к выводу, что аяты эти, несомненно, были ниспосланы Творцом, великим Аллахом Субхану ва Тааля. То есть аяты, вот эти предложения в Коране, они являются указанием на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Каким образом они указывают на Него? Своим содержанием. Каждый аят Корана – это есть чудо, которое содержит в себе глубочайшие знания, мудрости, истории о прошедшем, о настоящем, о будущем. Истории, которые полностью соответствуют действительности, историях, в которых нет лжи. И также каждый аяты Корана содержит в себе шариатские постановления, законы, халяль, харам, дозволенное, запретное, каждое из которых не просто так ниспослано. Если в аяте Корана что-то повелено, не просто так это повелено, а потому что в этом есть польза для творений. Если что-то запрещено, в этом есть, значит, в запретном есть вред для творений. Абсолютный вред или же вред его больше, чем его польза, поэтому Всевышний Аллах это запретил. Таким образом, слово аят, которое мы часто используем, оно от арабского слова аляма, то есть указание. Потому что аяты Корана, они указывают на того, кто эти аяты не спаслал. На Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, это аяты книги. Аль-Китаб. Аль-Китаб, то есть писание, написанные. У нас слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, которые не спосланы, мы их называем Аль-Кур'ан. И когда толковали суру Юсуф, мы сказали, что Коран означает читаемый. То есть это книга, которая читается. А китаб значит это написанное.
И здесь ученые упоминают то, что Коран, он читается, и он еще и записан. Записан где? В 3 местах. Первое – это Лаухуль Махфуз, хранимые скрижали, книга у Аллаха Субханаху ва Тааля. Там написано Коран. Второе – это свитки, находящиеся у ангелов. И третье – это свитки, книги, которые мы с вами печатаем. В 3 местах записан Коран. Поэтому он называется еще и китаб, написанный, писание. Аль-Хаким – мудрый. Хаким в арабском языке дает 2 значения. Может давать здесь хаким – мудрый, и значение хакам, то есть тот, который от слова хукам – религиозное положение. И в этом аяте ученые толкуют. Это аяты книги, которые обладают мудростью и которые содержат в себе хукм, то есть религиозные положения, которыми должны руководствоваться творения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Это аяты, которые, то есть, указывают на Творца Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Книги, написанные мудрой, содержат в себе мудрости. Нет ничего лишнего, нет ничего, чтобы было ниспослано ради забавы. А каждое, что есть содержание в Коране, оно несет в себе некую мудрость. И эта книга содержит также, кроме мудрости, еще хукм, религиозное положение, постановление, руководствуясь которому люди обретут счастье. Это касательно 2 аята. 3 аят. «Худа ва рахматан лиль мухсинин». Эта книга, она «Худан ва рахма лиль мухсинин». «Худа» — это путь, руководство. «Рахма» — милость. «Лиль мухсинин» — для творящих добро. Это аяты книги мудрой, который является верным руководством и милостью. Тут Аллах Субханаху ва Тааля еще описывает свою книгу. Каково ее назначение? Зачем Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал? В первую очередь это худа, это указание пути, правильного пути, руководства, по которому человечество должно идти. И рахма, милость. Само наличие этой книги перед нами – это милость Аллаха Субханаху ва Тааля, о которой, к сожалению, мало кто задумывается, мало кто ценит действительно эту книгу. В чем же милость Аллаха? Что Он не спаслал нам эту книгу? И Его великодушие в чем? В том, что люди постоянно совершают грехи, нечестие, неверие, многобожие, язычество, предают Аллаху Субхану ва Тааля сотоварища, ходят по земле горделиво, высокомерно, распространяют разврат, убийство, кровопролитие. Аллах Субхану ва Тааля не наказывает их сразу. А что делает? Он не спосылает книгу. Не спосылает им книгу для чего? Для того, чтобы они покаялись, для того, чтобы они руководствовались этими писаниями. И Аллах, и это и есть проявление величайшей милости. И сколько раз Аллах Субханаху ва Тааля отправлял пророков. В хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приходит 124 тысячи пророков приходило. Это указание на что? Это указание на величие милости Аллаха. То есть за всю историю человечества на земле, про его проживание, сколько раз они, сколько грехов совершили, сколько нечестия было, сколько убийств, кровопролития.
И самый великий грех, который совершили, это язычество, это многобожие, это поклонение кому-то помимо Аллаха, благодарить кого-то помимо Аллаха, обращаться с мольбой к кому-то помимо Аллаха, приписывают Аллаху качества, которые ему не присущи. Столько разных грехов человечество совершает, Аллах, субхану ва тааля, что делает? Отправляет пророка. Потом опять отправляет пророка. Потом опять отправляет пророка. И сколько раз? 124 тысячи раз. И в этом милость. И Коран, последнее писание для всего человечества, которое является руководством, где написано все те условия, соблюдая которые человек обретет лишь лучшую жизнь. В ней нет ничего, чтобы ухудшало человеческую жизнь. Нет ничего, чтобы усугубляло ее, мешало человеку для достижения своих благих целей. Нет, наоборот, эта книга, она помогает человеку во всех его начинаниях. Руководство и милость Аллаха, субханаху ва тааля. Однако, пользу от этого руководства и милость Аллаха, субханаху ва тааля, которую Он не спошлет вместе с этим руководством, с этой книгой, способны обрести лишь кто? Аль-Мухсинин, лиль-Мухсинин. Мухсин – тот, кто делает ихсан. У нас есть слово ихсан, у нас есть центр омовения покойных ихсан, да? Что это такое ихсан? Ихсан – это совершение блага, совершение добра, благой поступок. И Аллах, субхану ва тааля, говорит, эта книга, она вам руководство, она милость для вас. Но пользу от этого руководства и милость, которую она несет, вы сможете обрести лишь в том случае, если будете кто? Из числа мухсинин, людей, совершающих добро, ихсан, благие деяния. И совершение благих деяний, ихсан, она содержит в себе два критерия. Первый критерий – это совершение лучшим образом поклонения Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Аль-ихсану фил ибада. То есть благо в поклонении Аллаху. Человек проявляет старание, стремление и совершает поклонение наилучшим образом, благим образом. А второй критерий для человека, чтобы он был из числа творящих добро, это что? Это благоденствие к творениям Аллаха субхану ва тааля. Аль-ихсану иля аль-ибад. Добро к творениям. Значит, человек будет называться мухсин, совершившим добро, благоденствующим, с двумя условиями. Первое, он будет лучшим образом совершать свои обязательства перед Аллахом. И второе, он будет поступать по-доброму и совершать благие поступки в отношении творений Аллаха субхану ва тааля. И в этом случае он будет мухсин. Если у него есть упущение в обязательствах перед Аллахом, не читает намаз, или пренебрегает им, или другие обязательства перед Всевышним Аллахом субханаху ва тааля, совершает запретные поступки, этот человек уже не называется мухсин, не называется человеком, совершившим добро, ихсан. И также, если он нарушает права людей, которые лежат на нем, права родителей, права родственников, права соседей, обязательства перед партнером на работе, возможно, обязательства перед человеком, с которым ты заключил какие-то сделки, этот человек тоже не является кто? Мухсин, совершившим благоденствие. Значит, пользу от руководство худа и милость Всевышнего Аллаха субхану ва тааля обретет лишь кто? Тот, кто из числа мухсинин, кто совершает благое. И совершает благое тот, кто выполняет обязательства перед Аллахом и относится с благом к Его творениям. И что из этого мы выводим? Пользу от руководства. И милость, значит, она зависит от того, насколько человек близок к ихсану, к благоденствию. То есть то, что он обретет пользу от руководства Аллаха,
И то, какую милость он получит, напрямую зависит от его поступков, от его обязательств перед Аллахом и от его обязательств перед другими людьми. هدى ورحمة للمحسنين. И также это аят содержит побуждение человека к чему? К Корану. И этот аят содержит побуждение человека к Корану. Ведь Аллах Субхану ва Тааля говорит, это аяты книги, которые являются руководством и является милостью. И если ты хочешь знание, а это и есть руководство, то обращайся к Корану. Человек, который ищет знания, полезного знания, мы говорим ему, обращайся к Корану, ведь он есть руководство, он есть знание. Человек, который желает милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, мы что ему говорим? Мы говорим, ищи милость Аллаха в Коране. Ведь Коран, Аллах его описал, что это руководство и что это милость. Хочешь руководства, хочешь правильно жить, хочешь поступать правильно, вести свою жизнь правильно, все жизненные, в разных жизненных ситуациях выходить с пользой для себя. Что нужно делать? Не обращаться, как сегодня, да, стало популярным, к сожалению, каким-то, да, тренингам или обучающим программам, которые далеки от религии, от Корана. Нет, руководство оно в Коране. Вернись к Корану, изучай Коран, читай Коран, заучивай Коран, и ты обретешь это знание, ты обретешь эту мудрость. Стремишься к милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он в каждой жизненной ситуации, трудной ситуации оказывал тебя своей милостью. Оказывал тебе своей милостью. Держись за Коран. Ведь Аллах Субхану ва Тааля описал его «Худау ва рахматан лиль мухсинин». На этом, я думаю, на сегодня мы завершим, иншаллах. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله